Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня в программе. Удостоверение о повышении квалификации в мастерской управления «Синеж» вручили финалистам и участникам команды Абхазии. Театр имени Искандера представит мировую премьеру спектакля «Эдит Пиаф» по пьесе современного драматурга Веры Сердечной. Началась поставка сельскохозяйственной техники в рамках программы развития сельского хозяйства. Абхазскому поэту Раулю Лассурия в этом году исполнилось бы 80 лет. Памяти поэта посвящалась конференция, которая прошла в Абиги. Бадра Гунба принял генерального директора президентской платформы «Россия. Страна возможностей», ректора мастерской управления «Синеж» Андрея Бетина, который прибыл в Абхазию для участия в церемонии вручения удостоверений о повышении квалификации в мастерской управления «Синеж» финалистам и участникам конкурса управленцев команды Абхазии. Благодарю за ту поддержку, которую вы оказываете системным образом. Действительно, за этот небольшой промежуток проделана огромная работа. Сегодня мы все подводим итоги образовательного модуля. И сегодня в рамках нашего взаимодействия, очень тесного взаимодействия с главным нашим стратегическим союзником, с Великой Россией, за этим же стоят тоже люди, которые формируют этот высокий уровень взаимодействия, отношения. И в этом смысле мы и далее намерены нарабатывать еще больше. Старт реализации тех уникальных проектов, я не побоюсь именно так назвать, которые мы провели за несколько месяцев на территории Абхазии, был дан при поддержке президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Именно уникальность этого проекта позволила нам сменить акценты и применить новый инструментарий в формировании, в том числе и в рамках кадровой политики. Поздравляю. Спасибо большое, что в своем плотном графике всегда находите время. Для меня это большая честь и уважение с вашей стороны, которое мы, безусловно, подвести не можем. Еще раз вам спасибо большое, что когда-то обратились к Владимиру Владимировичу и было принято решение по вашей инициативе включить нас в процесс ряда образовательных программ с управленческими компетенциями, создания ряда проектов по роду и подобию, методикам и технологиям, которые делаются в Российской Федерации. И сегодня, если вы позволите, я со своей стороны, как руководитель президентской платформы «Россия. Страна возможностей» в России, как ректор мастерской управления «Синеж», позволю себе, с вашего позволения, дать очень высокую оценку уровню и статуса компетенции всех тех участников, финалистов и, я скажу, даже не просто коллег, а друзей, которые проходят образовательные программы. Имею право об этом говорить, потому что, как руководитель, приходится сравнивать показатели тех или иных управленцев. И управленцы из Абхазии достаточно очень на высоком уровне. Финалистам и участникам конкурса команды Абхазии в торжественной обстановке вручили удостоверение о повышении квалификации в мастерской управления «Синеж». В церемонии приняли участие президент Бадра Гунба и генеральный директор президентской платформы «Россия. Страна возможностей», ректор мастерской управления «Синеж» Андрей Бетин. Финалистами конкурса команды Абхазии стали 80 человек. 22 победителя были включены в кадровый резерв президента Абхазии. Они прошли 3 интенсивных образовательных модуля, а также стажировки в 5 регионах Российской Федерации, где изучали передовые практики государственного управления. Это не итог, это только начало. Это то, что нас делает единой командой не по признакам политических, религиозных, национальных. Это единая команда единомышленников, которые переживают за свою страну, делают все для развития нашего государства. Сегодня у нас уникальная возможность. Я хотел бы напомнить предысторию создания команды Абхазии. Это была наша инициатива, моя инициатива. Было обращение в адрес руководителя Российской Федерации, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина
поделиться тем уникальным опытом, той методикой, которая создана сегодня в России по подготовке специалистов, кадрового состава, управленцев. Именно эта методика позволила мне лично взглянуть совершенно по-другому на многие вещи. Мы должны сегодня привлекать в рамках реализации государственной политики, кадровой политики, профессионалов, людей с разных областей, с новыми подходами реализации и к решению тех задач, которые сегодня стоят перед нашей страной. Сегодня мы здесь находимся, как вы совершенно верно сказали, не на финише, а на новом этапе старта. Но представить почти год назад, что это будет так, наверное, никто представить не мог. Даже мы с определенным своим опытом не могли. Это все благодаря вашей вере, убежденности и тому, что вы приняли решение однозначно, бесповоротно каждый день трудиться на благо народа Абхазии. И вы нас заразили этой верой. Спасибо вам большое. В вторую очередь хочу поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Владимировича за принятое решение и реакцию на инициативу Бадра Зурабовича и непосредственную команду нам для того, чтобы мы поделились всем опытом, навыками, методиками, технологиями, инструментами, всецело передали их в Абхазию. Не просто передали, а сегодня создано юридическое лицо, оно команда Абхазии, который убежден, что в ближайшие годы станет полноценным, самостоятельным, уже сегодня является, но передаст весь опыт на России страны возможностей и самостоятельно будет реализовывать все проекты. Ну и, конечно, я не могу обойти ни в коем случае стороной Сергея Владимировича Кириенко, который помог весь этот путь и мне, и всей команде, которая с вами работала, пройти, как мне кажется, достойно, и оценку скажете вы, потому что он ваш земляк, да, и научил нас по-настоящему не разумом, а сердцем любить Абхазию. И думаю, что благодаря этому сегодня, в том числе, вместе с вами здесь. Более 6 миллиардов 700 миллионов рублей составили налоговые поступления в бюджет Абхазии за 11 месяцев. Доходы бюджетной системы Абхазии, администрируемые Министерством по налогам и сборам, за 11 месяцев текущего года выросли на 1 миллиард 31 миллион 979,9 тысяч рублей. Выполнение плана составило 108%. План перевыполнен во всех районах республики, кроме Учимчирского, где выполнение составляет 76%. Наивысшие показатели перевыполнения плана у Сухумского района – 174%. Колонна МЧС Абхазии с гуманитарным грузом направилась рано утром в Донбасс и Новороссию. 85 тонн цитрусовых и бутилированной воды будут доставлены в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Вместе с абхазскими спасателями груз сопровождают и сотрудники МЧС России, прибывшие в республику на тяжелогрузных фурах. По поручению президента Бадры Гунба школам Гагарского и Гудаутского районов передали 2 новых автобуса. Прежние школьные автобусы в районах вышли из строя, создавая трудности с ежедневным передвижением детей и учителей. Один автобус будет обслуживать несколько общеобразовательных учреждений Гагарского района, обеспечивая ежедневную перевозку порядка 30 детей и учителей. Второй автобус направлен на нужды Гудаутского района, где также остро стояла проблема перевозки школьников. У нас в селе сгорел автобус школьный. Естественно, мы обратились в Гагарскую администрацию, сразу дали они позвонили в Сухум, доложили президенту, и спасибо Бадру Зурабовичу, что он с первых дней стал рядом с нами. Этого автобуса школьный маршрут, и он в день делает 70 километров, это высокогорное село. Он именно оттуда возит этих детей. 3 школы, не в одну, 3 школы, да около 30 детей. И с высоко вот этого в Скацерхан именно возит, и поэтому просто необходим нам автобус. От лица Махатырской неполной средней школы номер 2 хочу поблагодарить в первую очередь Бадру Зурабовича, нашего президента, за такой прекрасный подарок, за автобус для села, для детей. Конечно же, всю администрацию Гагарского района и администрацию села. Всем огромная благодарность. Мы нуждались в данном транспортном средстве, на автобусе, и дети рады, и жители. На этом автобусе будут передвигаться дети нашего села,
И не только наши школы, также дети школы с Махатырской средней школы номер 1, с Анрипской средней школы номер 1 также передвигаются дети из села. Абхазия укрепляет экономические связи с Никарагуа. В Манагуа открылся первый международный форум «Никарагуа экспортирует-2025», посвященный развитию экспорта и привлечению инвестиций. Абхазию представляли посол Инар Ладария и советник посланника Ляс Айба. Мероприятие собрало высокопоставленных представителей правительства Никарагуа, включая советника президента, министра торговли и главу Национального банка. 38 мини-единиц тракторов различных мощностей, 126 единиц мотоблоков и около 600 единиц различных орудий. К ним закуплено в рамках реализации программы развития сельского хозяйства. В этом году на получение мини-техники одобрено более 100 проектов для сельчан во всех районах республики. Поставка сельскохозяйственной техники в Абхазии уже началась. Общая сумма затрат на ее приобретение составила более 55 миллионов рублей. О дате выдачи техники участникам программы будет сообщено дополнительно. Эта техника предназначена для наших участников нашей программы. Хочу сказать, что она завозится, около 30% уже находится на складе. Победитель нашего тендера по поставкам практически занимается доставкой уже в Абхазии. Ну, вы понимаете, столько единиц техники, их надо завозить на специальном автотранспорте, поэтому быстро и одним разом это невозможно. И поэтому, возможно, мы это будем передавать участникам проектов после Нового года, после праздничных дней, потому как сейчас необходимости вида техники сейчас зимой у них нет. И чтобы это спокойно, более аккуратно, без повреждений, с объяснением, как это и пользоваться, вот таким образом хотим передать. Если у нас получится до Нового года, мы и до Нового года передадим. За каждым этим проектом стоит определенный труд наших специалистов, потому как они все выезжали на место, то есть прежде чем изучить этот проект, потому как уже заявление было принято, изучили, что это такая техника этому крестьянину необходима, что она нужна, полезна для развития его подсобного хозяйства. И поэтому вот после того, как оно было принято, был объявлен конкурс, тендер, и все это вот таким образом поступает. У нас, к сожалению, есть много отказов. Это тем, кто обычно просто так хотел приобрести технику, красивый мини-трактор, там дома украсить, там что-то или для других целей. Но мы тщательно это изучаем, поэтому таким вот образом. Это, я думаю, хорошее подспорье нашим крестьянам. В городе Учимчира будет открыт музей боевой славы, посвященный событиям Отечественной войны народа Абхазии. Инициатива создания музея получила широкую поддержку со стороны администрации района, государства, общественности и ветеранов. Подробности в следующем репортаже. Учимчира – город с богатой и большой историей. Его жители прошли через многое, а в военные годы им пришлось особенно тяжело. Эти улицы и близлежащие населенные пункты хранят память о сотнях искалеченных судеб и подвигах защитников Отечества. Во имя сохранения этой памяти здесь откроют музей боевой славы. Инициатива создания подобного объекта получила широкую поддержку со стороны администрации района, государства, общественности и ветеранов. С 2022 года отдел образования вместе с Бесланом Бегловым проводили очень много массовых патриотических мероприятий. Светлана Сарапёновна рядом, соратник, которая все время была рядом. Мы большую работу провели по увековечиванию памяти добровольцев. Хочу очень отметить, что помогала Астанда Чопуа, Камила Квициния. Устав был написан и отредактирован Андрей Гуния, это юрист Кабинета министров. И многих хочу я перечислить, чтобы я вот просто не забыла, это те люди, которые нас поддерживали. Спасибо большое администрации района. Мы сами ничего не смогли бы, потому что этот масштабный проект, если не поддержит государство, если не поддержит глава района, общественность, ветераны, у нас никогда
тогда это не получится и это не пройдет. Администрация района выделит 3 помещения под музей боевой славы в одном из городских зданий, расположенных в самом центре. На финансирование объекта со стороны государства планирует направить 14 миллионов и еще 5 миллионов благодаря гранту, выигранному в конкурсе «Созидатели Абхазии». Если в течение года у нашей команды получится в мае месяце торжественное открытие музея боевой славы, тогда мы думаем, что у нас получился результат. Это все начинали давно, но просто, может быть, время так сложилось, и мы оказались здесь и сейчас в нужное время, и это событие произошло. Потому что на протяжении 33 лет практически можно сказать, что Чимчерскому району было очень сложно и очень тяжело. Наши предшественники, у них не получалось, так как все время до провозглашения независимости мы находились всегда в состоянии страха, и невозможно было найти средства на то, чтобы, наверное, создать вот этот музей боевой славы. Сообщество водителей и трансфера республики также финансово поддержало идею создания музея, перечислив 150 тысяч рублей. Планируется строительство отдельного здания, а оформление и оборудование помещения под музей боевой славы останутся за объектом. Гугу Цавардания, Аляс Курсая, Анатолий Малания, Абхазское телевидение. Житель села Псахара подозревается в сбытии наркотических средств в крупном размере. Он задержан, возбуждено уголовное дело. Задержан житель села Псахара Айба Олег Витальевич, 1993 года рождения. Последний подозревается в сбытии наркотических средств в крупном размере. При личном досмотре у мужчины был изъят сотовый телефон с данными геолокации мест, сделанных так называемых тайных закладок. Разыскные мероприятия и задержания осуществили сотрудники УКОН МВД совместно с СГБ республики, которые оперативным путем установили, что гражданин Айба занимался распространением наркотических средств на территории Абхазии. С места ранее сделанных тайных закладок, а именно в селе Яштуха Сухумского района, обнаружено изъято 4 свертка с наркотическим средством метадон и 2 свертка с наркотическим средством мефедрон. В отношении Олега Айба по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом Б части 2 статьи 224 Уголовного кодекса Республики, возбуждено уголовное дело. Расследование проводит следственная группа отдела внутренних дел по Сухумскому району. Подозреваемый содержится под стражей. Абхазскому поэту Раулю Ласуре в этом году исполнилось бы 80 лет. Памяти поэта посвящалась конференция, которая прошла в Абиги. Яна Шакая расскажет подробности. Рауль Ласуре родился в селе Кудол Ачимчикского района. Известному поэту-лирику исполнилось бы 80 лет. Поэт является автором нескольких сборников стихов: «Ночное стекло», «Звездное дерево», «Мое кольцо на день рождения», «Год любви», «Роза ветров», «Урашан», «Сирма и роза» и другие. В 2011 году был опубликован сборник «Избранные стихи», включающий большинство его произведений. Рауль Ласуре писал на родном абхазском языке. Абрис доха штахцу, ари слахинцачап хахцу. Аберташ хуис коже, высшаа, жохрон зашптичка на ибзени здорово, что рызыге, а как алаянкыланы, шаряхландес, рухопландес, срыпхаландес, зухош кобдара. Благодаря Раулю Ласуре были переведены на абхазский язык стихи русских классиков и английских поэтов. Произведения Федора Тютчева, Александра Блока, Роберта Бернса заговорили на абхазском языке. Более 16 лет Рауль Ласуре работал ответственным секретарем редакции журнала «Алашара». Внес значительный вклад в развитие детского журнала «Амцебс». С 2003 года он назначен директором Литфонда Ассоциации писателей Абхазии. С первых же дней, конечно, до начала работы в Абхазском институте его, я был знаком, очень такой приятный человек, который не умел себя показывать, что он что-то сделал для развития абхазского языка, для художественной литературы, для науки, для перевода. Очень был скромный. Но когда он начал работать здесь, ему приходилось редактировать. Его редакторская работа
настолько не обижая автора, не принеся какие-либо свое «я», что я что-то могу большее. Знаете, он просто вот беседуя, редактировал, настолько он улучшался. Он настолько глубоко знал абхазский язык, владел языком, что с ученым, с поэтом, с писателем, с журналистом все с ним были согласны. На конференции в честь юбилея поэта присутствовали его родные, друзья и коллеги. Дочь поэта выразила благодарность организаторам за теплый прием и сохранение памяти о поэте. Здание, в котором это мероприятие проходит, Институт гуманитарных исследований имени Дмитрия Гуля, это место, где мой отец проработал на протяжении многих лет. И, конечно же, это знаковое место было для него. Сегодня на этом мероприятии присутствуют люди, которых он хорошо знал, которые были близки ему, и они делились своими воспоминаниями. Можно сказать, что некоторые вещи мы, его семья, услышали впервые. Лично я очень была растрогана некоторыми воспоминаниями. И, безусловно, для нас это очень важный момент. Мне хочется выразить огромную благодарность еще раз за то, что память поэтов, писателей в лице Рауля Ласуря, которых сегодня рядом с нами нет, не забывают, периодически вспоминают. Мне кажется, это очень важный момент для того, чтобы подрастающее поколение знала о людях, которые были патриотами своей страны и делали все возможное, чтобы абхазскую поэзию поднять на новый уровень. Рауль Ласуря ушел из жизни в 2014 году на 7-м десятке лет. Яна Шака, Рамо Камке, Абхазское телевидение. Театр имени Фазиля Искандера представит мировую премьеру спектакля «Эдит Пиаф» 19 и 20 декабря по пьесе современного драматурга Веры Сердечной. Постановка обещает быть яркой и зрелищной, ведь все песни знаменитой певицы будут исполнены вживую. Кроме того, зрителей ждет выразительная сценография и костюмы, захватывающий сюжет, эффектные хореографические номера. Кугуца Вардания расскажет детали. Маленькая женщина с печальными глазами. Эдит Пиаф стала не только королевой шансона, но и голосом самой Франции в тревожные и сложные годы 20 века. О чем бы ни пела Пиаф, в каждой песне она открывала свою душу. Эта искренность и клокочущий мощный голос завоевывали сердца. Даже сейчас ее голос, раздающийся сквозь шум и помехи старой звукозаписи, заставляет трепетать и вызывает мурашки по коже. Песни Эдит Пиаф звучат сегодня на сцене Государственного русского драматического театра в Сухуме в живом исполнении актрисы с уникальными вокальными данными Лаиды Тыркба. Русдрам готовится к большой премьере. Исполнительница главной роли Лаида Тыркба вкладывает все силы и душу, ведь взяться за такую актерскую роль – задача не из легких. Жизнь Эдит Пиаф была сложна и трагична, с множеством страшных событий, но вместе с тем и удивительных. Она пережила 4 автомобильные катастрофы, 2 попытки самоубийства, 3 комы, смерть ребенка, приступы психоза. И это еще не все. Но она продолжала работать и петь. Ее удивительная судьба не раз привлекала режиссеров кино и театра. Драматург Вера Сердечная специально написала пьесу для театра имени Фазиля Искандера. Следовательно, по словам гендиректора Ираклия Хинпа, спектакль «Эдит Пиаф» в Русдраме станет мировой премьерой в постановке знаменитого российского режиссера, лауреата премии «Золотая маска» Александра Огарева. Эдит Пиаф – уникальная личность. Она всю жизнь была верна какой-то своей внутренней правде. Эта правда, она явилась в мир с такой непохожестью на всех, и кого-то это раздражало, кого-то это покоряло, и она не обращала внимания на эти посторонние взгляды, просто пела и высказывалась всю жизнь какой-то невероятной страстью, за которую весь мир ее и полюбил. И выяснилось, что вот у драматурга Веры Сердечной
Она в Краснодаре живет, она доктор наук, кстати, филологических, и она очень известный критик. Она пишет пьесу, у нее есть некая, заявка, что ли, на такую пьесу. Мы с ней связались, и она написала эту пьесу для нас. Мы приобрели эту пьесу у нее, и с Александром Анатольевичем мы договорились о премьере этого спектакля, о работе в 25 году, в конце 25-го, и премьере в декабре. Так что это эксклюзивная пьеса, принадлежащая нашему театру, и это мировая премьера, потому что это произведение еще никогда нигде не ставилось. Зрителей ждет выразительная сценография и костюмы, захватывающий сюжет, эффектные хореографические номера. В живом исполнении прозвучат легендарные песни. Мы учитывали то время, в которое жила Пиаф, такие художественные всякие течения, которые бурлили во Франции. Это и сюрреализм, и всякий другой авангардизм, и Дали, и Бенуэль. Это вот как бы учитывается, хотя не впрямую в оформлении. И, мне кажется, оформление будет очень необычным, оригинальным. В спектакле заняты лучшие актерские силы театра, и к этой мощной команде присоединятся представители нового поколения абхазских актеров, студенты Щепкинского училища Давид Цулукия и Ираклий Делба. Эмиль Петров в спектакле исполняет сразу несколько ролей. Мы когда репетировали, режиссер говорит нам: все эти истории уже знаете. Что-то где-то вы слышали, что-то в начале ее жизни, то, что мы рассказываем, где-то у вас 100% кто-то либо из знакомых, либо вот где-то истории какие-то были. Вы это слышали. И мы такие: да, мы это слышали. Вот эту историю, приводим свои какие-то примеры. Но чтобы это было все у одного человека за всю ее жизнь, это нужно быть просто железным человеком. Мне кажется, чтобы это выдержать, это очень, очень сложно. И мы вот недавно, уже сколько мы там репетируем, мы вот буквально, наверное, дней 5 назад мы сидим такие: вы вообще представляете, что она выжила просто? Такой спектакль, в котором мы еще не работали ни разу, то есть вообще начиная от формы существования на сцене. Сама методика работы режиссера, к нам разные режиссеры приезжают. И школы у нас и московские, и питерские, и у каждого режиссера вообще свое видение того театра, который он несет. И ощущение было, что мы уже и так поработали, что может быть новое? Да, нового, оказывается, очень много. Большая сухумская премьера о мировой звезде состоится 19 декабря, в день рождения Эдит Пиаф. Гугут Савардания, Ахра Амичба, Абхазское телевидение. 16-летию представительства Россотрудничества в Абхазии и столетию народной дипломатии был посвящен гала-концерт российско-абхазской дружбы, который прошел накануне в Абхазской госфилармонии. На одной сцене выступили знаменитые абхазские и российские артисты, организаторы представительства Россотрудничества в Республике Абхазия при поддержке Министерства культуры. На праздничном мероприятии побывала Элита Рутюнян. До начала концерта с приветственным словом присутствующим обратился Михаил Шургалин, чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия, отметив, что именно 100 лет назад, в 1925 году, было создано Всесоюзное общество культурной связи за границей. За годы своего существования это общество несколько раз меняло свое название, и сегодня, как всем известно, оно называется Федеральное агентство по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. А сокращенное название, безусловно, известно всем, это Россотрудничество. Нынешнее Россотрудничество, действующее под эгидой Министерства иностранных дел Российской Федерации, было образовано в 2008 году. И почти сразу же, 18 декабря 2009 года, было создано представительство этого агентства в Республике Абхазия. Поздравляем Россотрудничество со столетием, а его представительство в Сухуме с 16-летием. Его руководителя представительства Россотрудничества в Республике Абхазия Татьяна Степанова поприветствовала присутствующих от лица представительства Россотрудничества в Абхазии, выразив особую благодарность правительству за поддержку и отдельно Министерству культуры за реализацию совместных проектов. Все эти годы мы выстраиваем мосты между нашими народами через разнообразные проекты. Знаковые традиции сотрудничества, основанные на общей истории, культуре и ценностях.
Мы активно работаем над тем, чтобы содействовать обмену опытом и идеями. Культура всегда была и будет мощным инструментом для укрепления дружеских связей. А сегодняшний концерт – яркое тому подтверждение. Отмечая столетие народной дипломатии, мы подтверждаем свою приверженность ценностям, объединяющим Абхазию и Россию. Это уважение, добрососедство, творчество, открытость, стремление к созиданию, подчеркнул в своем выступлении министр культуры Даур Ковы. Сегодня Россотрудничество с достоинством продолжает дело своих предшественников, развивает международные культурные проекты, поддерживает обмены, создает новые возможности для взаимодействия, в том числе и для Абхазии. Мы высоко ценим вклад, который эта деятельность вносит в укрепление российско-абхазской дружбы и развитие сотрудничества между нашими народами. Не только зрители, но и артисты ждали начала концерта, чтобы порадовать присутствующих и подарить им хорошее настроение. Среди них Ливан Пхаладзе, полуфиналист и эксперт вокального шоу «Ну-ка все вместе на Россия-1» и полуфиналист белорусского вокального шоу. Выступаю я довольно-таки часто. Начал сейчас после проектов, меня очень много приглашают. И это большая возможность выступить у себя на родине для нашей аудитории, потому что я очень часто концертирую и со своей программой, и участвую в больших масштабных проектах в России, и представляю нашу родину. Каждое выступление, как маленькая отдельная вселенная, призванная увлечь человека за собой и оставить только хорошее впечатление. Организаторы – представительство Россотрудничества в Республике Абхазия при поддержке Министерства культуры Республики Абхазия, а Элита Арутинен Рамукамки, Абхазское телевидение. 19 декабря с 11 до 18 часов в ресторане «Магнолия» пройдет праздничная предновогодняя ярмарка руками женщины. Торгово-промышленная палата Абхазии приглашает всех талантливых мастеров, рукодельниц и ремесленников, обладающих уникальной продукцией, стать частью этого яркого мероприятия и показать свои, в том числе эксклюзивные изделия. Уже больше недели в акватории Сухума водолазы ищут тело Важи Зарандия, которого при невыясненных пока обстоятельствах унесла вода. Важа Илларионович Зарандия – государственный деятель Абхазии, много сделавший для становления и развития нашей молодой республики. Незадолго до Отечественной войны народа Абхазии 5 мая 1992 года постановлением Верховного Совета под председательством Владислава Ардзенба Иван Зарандия был назначен председателем Совета министров Абхазии. На этой должности он пребывал весь период войны с Грузией. С декабря 1993 по апрель 1994 работал главой администрации Галского района. Жизни и деятельности Важи Зарандия посвящена передача из архива абхазского телевидения, которую вы можете посмотреть сегодня после новостей. И в завершении выпуска о погоде. В среду, 17 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 2,7, днем 4,9 градусов. Температура морской воды 14 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.